Так, уважаемый товарищ, слышно или нет? Слышно? Слышно. У меня несколько уточняющих вопросов. По компетенции, кто желает, тот пусть сразу отвечает. Первое. По качеству жизни людей наша республика какое место занимает в Российской Федерации? Так, вопрос наверняка заместителю министра экономики Марии Михайловны. Мария Михайловна, какое место занимает по качеству жизни наша республика? Ну, я могу привести несколько примеров, да, Спасибо за вопрос. Ну, точно по качеству жизни я сейчас затрудняюсь ответить. По рождаемости на 1000 человек населения 12,5 человек, да, в январе-декабре было, это первое место занимаем по Дальнему Востоку. По миграции населения плюс 7647 человек за январь-ноябрь, это данные, я говорю. Тоже по ДВПО занимаем первое место. Но чувствуется, вы далеки. Качество жизни не только этим определяется. Вот то, что у меня под рукой, я вот про это и сказала. Вот позавчера с участием главы нашей республики Айсена Сергеевича был совет с международным сегментом. Шел вопрос о непрерывности образования, через которую люди должны добиваться своего благополучия. И там была демонстрирована таблица, где ясно по белому написано: Якутия занимает 70-е место в качестве жизни России. Это позор. 70-е место. Это позор большой. Я прошу, вот вчерашнюю вот таблицу найдите. Это ваши товарищи демонстрировали. Как это так, в 70-м месте республика находится? Второй вопрос. Объемно все же какая сумма республика направляет на развитие семейной экономики? Кто-то говорит 5 миллионов, кто-то говорит 7 миллионов, кто-то говорит 200 миллионов и так далее. Суммарно по территории какие финансовые ресурсы республика расходует для развития семейной экономики? Так, вопрос замминистра экономики Мария Михайловна. Это как бы сводная такая информация должна быть в целом по республике. Да. Это не только сельское хозяйство, это не только промышленность, не только строительная отрасль. Это как бы общее. Вопрос такой. Ну, семейная политика, это смотря какие показатели туда мы должны свести. У нас отдельно показатель какого-то сводного, суммарного нет таких сумм у нас. Нет, давайте тогда, у вас ответов нету, да. Татьяна Матвеевна, у вас есть вот такая информация? Татьяна Матвеевна. По сельскому хозяйству, конечно, мы знаем. Уважаемый Михаил Ефимович, но, конечно, у Министерства сельского хозяйства сводной информации, к сожалению, сейчас нет под рукой, да, с учетом тех средств, которые направляются по линии других министерств. А по линии Министерства сельского хозяйства мы можем в это направление включить однозначно выплату субсидий на поголовье коров, да, это 1 300 с лишним миллионов рублей. Кроме того, те средства, которые мы направляем на организацию поставки скороспелых отраслей, это 20 миллионов рублей. Ну и по тем грантовым мерам поддержки, которые направляются и семейным фермерам, и агростартапам. Кто мешает обобщать
все же по территории. И, У нас есть Министерство экономики, которое обязано функционально, Обобщаем такие показатели. территориально рассматривать те или иные вопросы. В целом по территории, независимо от собственности. Так, следующее. Кто все же управляет этим процессом? Это сложнейшая проблема управления. Вы то, что рассказали здесь, это верхушка. Это вы рассказали в основном подачки. Сколько денег даете? Поживите на селе, займитесь этим вопросом, тогда вы поймете, сколько трудностей. Закупать живность, корма, доставлять, заготовлять, перерабатывать, продавать. Это единая цепочка. Если вы этой цепочкой не устроите и не пустите, то никакой семейной экономики вообще о производстве не надо говорить. Вот учтите в будущем, давайте наведите порядок. Дальше. Вы подключились сегодня к ОНовскому движению. Десятилетие фермерских семейных хозяйств. Десятилетие. Глава издал указ. Председатель правительства создал, понимаете, этот самый координационный комитет. Товарищ Атласов, по-моему, заместителем этого координационного совета является. Вы собирались или нет? Так, уважаемый Михаил Ефимович, конечно, мы у себя, ну, в рамках Минсельхоза, конечно, мы собирались вот эти вопросы. Нет, а почему там координационный совет, Да. уйма 20 людей членами является этого совета. Практически все министерства представлены, вплоть до самих фермеров. Все же координационный совет в августе, полгода тому назад создан. Давайте быстро соберите себе координационный совет и наведите порядок в этом деле. Все министерства во главе, понимаете, зампредом. Вы единую систему это по республике создавайте. А то как старину княжество отдельно, чурапчинцы отдельно, усалданцы отдельно, илюсы отдельно и так далее, и так далее. Растопыренными пальцами работаете. Россия на мировой рынок своим, понимаете, аграрной политикой открытая, а республика, понимаете, замыкается на территории своей этого улусов. Вы ничего не добьетесь так. Следующее пожелание. Вы давайте по бумажке не читайте. Кто по бумажке читает, тот не владеет этим материалом. Человек, который функционально обязан заниматься, жить этой проблемой, он досконально все должно быть в голове держать. Вот, товарищ Атласов, вот твой преемник Намский, я третий раз слышу один и тот же текст он читает. Первый раз еле-еле читал, понимаете, не репетировал. А вот сегодня хоть побыстрее, но одно и то же, понимаете. Кто-то когда-то писал, понимаете, это читает. Да все понимают по тексту, читая, вы говорите сегодня. Не своим языком. Значит, не знаете предмета. Положение очень тяжелое. Очень тяжелое.
Пандемия показывает, насколько у нас ослабленный иммунитет. А иммунитет, прежде всего, связан, понимаете, правильным питанием. Качественные продукты питания. Прежде всего, связан наш иммунитет каждого. А собственное производство, которое всегда мы хвалим, гордимся, понимаете, 20-15% занимает. Остальное все завозное. Если торговый оборот возьмите по продуктам питания, 17% местная продукция. Остальное все дерьмо. Кто откуда может, понимать, завозит и продает. Значит, речь должна идти, понимаю, о здоровье нации, о будущем нации. Пора же об этом понимать, в каком мы мире живем. Я еще раз говорю, продовольственных вопросах Россия открыта. Со всего мира завозится. А вы представление имеете, что может, понимаете, зарубежная страна направлять? Даже разучились, понимаете, выращивать и обеспечить 100% овощами, картофелем. Сегодня амурское, понимаете, завтра барнаульское, потом и пошло, и пошло. Китайское, понимаете. Давайте более серьезно относиться к этой проблеме. Более серьезно. А серьезно наше намерение должна быть создавание инфраструктуры, о котором я говорил. Вот недавно прошел Гайдаровский форум. Я прошу найти запись «Продовольственный кризис». Выступление Гордеева. Он прямым текстом говорит, что у нас бедных в России 18 миллионов. Девять из них миллионов постоянно недоедает. А 430 тысяч человек голодает. Это страшная картина же ведь. У нас вообще нет балансированного питания. Вот сегодня говорили министерство, по-моему, по труду 5000 социальных контрактов. А ниже прожиточного минимума проживающих 170 тысяч. Из 5000 непосредственно на производство продовольствия, семейная экономика развития, там еще меньше. А когда вы добьетесь тогда половины сократить это бедных людей в республике? В прошлые годы 2, 3, 4, 5 тысяч сокращаете, а 170 тысяч. Вот есть улусы, которые, понимаете, одних пособиях живут.
Вот здесь привели пример, что как положительно понять Кангаласский улус. Я этот улус досконально знаю, хорошо, давно знаю. 70% населения этой семьи получает пенсии, пособие. На пособие живет. А пособие кто получает? У кого прожиточный минимум доходов ниже. А это 19 тысяч населения из 33 тысяч. Там вообще сельского хозяйства нет. Вообще люди не занимаются. 5 населенных пунктов, это бывшие ямшистские поселки. Никто ничем не занимается там. Вот Синс, большой поселок. Один фермер только есть. Вот разберитесь с этим районом в конечном итоге. Посмотрите, кто бездельничает, почему не работает. Практически 1000 человек безработных, вот глава сейчас сказал. Это центрально называется район. А сенокосных угодий — 42 тысячи гектаров. Огромный массив, и притом островные участки, всегда урожайные. Сена достаточно. А скота, коров сколько? 3900. А Чурапче, понимаете, такой же площади пастбища. 7000. Как можно оценить? Вон там есть хозяйство, есть село. Они производят суммарно все на 3 миллиарда продукции. А Немигинский завод, хлебозавод, маленький заводик в маленьком селе на 3 миллиарда продукции производит. Весь район, понимаете, включая АПХ, понимаете, БРТ и так далее, крупное хозяйство, на 3 миллиарда только производит. Что в объеме, понимаете, одного хлебозавода. Что за это работа? Что за производительность? Я вот вашей деятельности по данному вопросу не отставлю. Прежде всего, Министерство экономики, Министерство труда и Министерство сельского хозяйства. Практически нет работы. О инфраструктуре вообще не говорится. Я еще раз говорю, это трудная отрасль. Семейная экономика. Раньше, в 99 году, когда мы начали семейную экономику, и в 2000 году за 2 года было завезено и роздано населению 1 200 000 кур, птиц, уток, гусей, индюков и так далее. За 2 года 1 200 000 голов. 400 000
голов, понимаете, поросят. И сегодня этот метод использовать надо. Племобъединение раньше занимался этой проблемой, потому что надо завозить племенной скот, а не бракованные, понимаете. Дальше очень хорошие, понимаете, семейные инкубаторы есть на 50 голов, на 100 голов. Покупать ими население надо давать. Дальше базовые хозяйства надо давать. Создавать базовые хозяйства, которые только на производство для семьи они занимались и птицей, свиноводством и так далее. Все это финансировать надо, все это поощрять надо. Нынче, понимаете, практически многие села имеют летние водопроводы. Для чего ввели? А потому что в каждой усадьбе, понимаете, будь картофель, будь овощи, будь помидоры, будь огурцы и так далее. Хорошо, что вот там некоторые начинают занимать. Но в одиночку это. Я еще раз говорю, рынок маленький для Чурапчи, для своего. Тоже у Салдани, тоже Амги и так далее. В пределах одного улуса это очень маленький рынок. Поэтому сквозные должны быть инфраструктуры созданы. Дальше у нас приемных пунктов. Уйма приемных пунктов. Чем занимаются они? Они обязаны подкреплять семейное хозяйство, чтобы создавать базы заготовки. Завтра заготавливали, а выращивали, понимаете, семья. А наши на готовое молоко, понимаете, на субсидии сидят, понимаете, и все. Даже дикорозов не принимает, не занимается. Вы отобрали в свое время от системы Холбас. Холбас, понимаете, на нет свели. Практически этой системы республики нету. Разрушили вы сельское хозяйство, Министерство сельского хозяйства. А взамен-то не создали же ведь? Вот будьте любезны, на своих базах, понимаете, заготовительных базах, перерабатывающих пунктов, создавайте пункты, понимаете. Именно не только молоко, мясо принимали, и другие виды, которые производит население, семья. Дальше товарное кредитование, микрокредитование. Почему все должно быть, понимаете, Министерство сельского хозяйства должно определять? Люди должны прийти в банки и получать оттуда микрокредитование. И перед банками отвечать за продукцию. Они больше, лучше контролируют, чем вы. Сегодня рыночная система. Нельзя создавать только в пределах одного министерства. Дальше. Я специально это крестьянский рынок построил. Дальше в проспекте Ленина специальный магазин, что местная продукция, местные люди, фермеры продавали там. Где это сегодня? Сегодня все сидят перекупщики. Все перекупщики, ни одного фермера нету там.
Почему это так допускаете? А этот перекупщик, понимаете, закручивает такие цены, понимаете, что уже выше московских цен сала в якутском рынке. Дальше, в каждом районном центре должны быть рынки. Чтобы каждый приходил, что излишки есть у него, то варенье, то грибы, то еще что-то угодно, что продавал, имел, понимаете, помещение. Потом монополизировали, понимаете, эти тоже мошенники, это так называемые бизнесмены, которые торговлей занимаются. И не пускает. А сами откуда завозят, никто не знает. Поэтому вопросы создания инфраструктуры – это под силу только министерства. Сегодня комбикормный завод все разрушили. Зная, что Хактагая будет железная дорога, до железной дороги построили комбикормный завод. Где она сейчас? И сейчас вынашиваете идеи, понимаете, Нюрнберг строить. С Нюрнберга надо везти, понимаете, на поезде до Пестяха, перевалывать, потом на машине возить и так далее. Я с Долгуновым на эту тему разговаривал. Надо этот самый Хактагай, а Министерство сельского хозяйства должно настаивать, что комбикормный завод на 50 тысяч мощностью, понимаете, должен построен Хактагай, а не Нюрнберг. Это новые рабочие места, это налоговая система. Кроме того, бюджеты районов. Нюрнберг без комбикормного завода обойдется. Дальше вот 50 тысяч по 30 тысяч. Это 1,5 миллиарда. Это одни комбикорма будут стоить. Вы все разорите. Поэтому тоже схемы надо отрабатывать сегодня, чтобы подешевле было. Поэтому все на умом, все вы не перекладываете на муниципалитеты. Вот давайте по итогам нашего разговора вы протокол запишите, я утвержу.